Вот так пробираемся по одной машине в одну колею. Снегопад в сентябре – явление неожиданное даже для Якутии. В первую очередь не готовыми к такому количеству совсем не осенних осадков оказались водители. Гололед и снежные заносы. Многотонные фуры заносило в кювет, легковушки глохли. Движение по федеральной автодороге Лена было парализовано. В результате длинная пробка образовалась между Алданским и Нерюнгринским районами на юге Якутии. Пришлось экстренно вводить ограничения на движение большегрузного транспорта. Колонии не видно конца и края. Для ликвидации последствий на дороге вышли грейдеры, бульдозеры и самосвалы. Сейчас движение на участке восстановлено, все ограничения сняты. Но спасатели продолжают следить за обстановкой на трассе. Проведено информирование и оповещение населения о складывающейся метеорологической обстановке с доведением соответствующих рекомендаций. Организовано взаимодействие с главами районов, городов, сельских поселений, а также с дежурно-диспетчерскими службами. В столице региона Якутске прошли сильные ливни. За сутки более месячной нормы. Огромные лужи во дворах, на центральных улицах и тротуарах. Из-за подтоплений город встал в пробках. Воду с улиц откачивали больше 20 единиц техники и 42 насоса. Работали мы где-то усиленно с 3 часов ночи до где-то 10 утра массово. Основные у нас, конечно, скопления воды были на проспект Ленина, Дзержинского, Лермонтова, Аюнского, то есть практически все центральные улицы. Город утонул, лотки не справляются, дождь обильно пролил. Этот ливень называют самым сильным за все лето. На ликвидацию его последствий службам понадобилось около 12 часов. Сейчас Якутск постепенно возвращается к привычному ритму. С основными потоками на дорогах коммунальщики справились оперативно. Сейчас они ездят по дворам и собирают оставшиеся лужи. Коммунальщики и сейчас продолжают работать в режиме повышенной готовности. Синоптики не исключают возможности новых осадков в ближайшие сутки. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Елена Осипова. Вести. Якутия.